Добрый вечер. Вы смотрите программу «Кавказская политика». Сегодня в фокусе нашего внимания следующие темы. В Пятигорске прошел первый форум северокавказских СМИ. Развитие туризма в Чеченской Республике. Итоги рекламного тура для отечественных туроператоров. Социальная политика. Сфера здравоохранения в Чечне. В Пятигорске в пятницу закончился форум СМИ Северного Кавказа. Это первое крупное мероприятие в рамках деятельности Центра современной кавказской политики. Центр был создан для налаживания горизонтальных связей среди журналистов и экспертов, представляющих разные регионы СКФО. Форум в Пятигорске собрал главных редакторов и журналистов 103 основных региональных СМИ, а также руководителей регионов. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек. Участники прибыли на форум не с пустыми руками. В фойе гостиницы «Интурист», где, собственно, и проходили все события, были размещены стенды от регионов, на которых были представлены печатные издания и транслировались презентационные материалы о медиапродукции республик. Каждый прибывший высокий гость, прежде чем попасть в зал конференции, в обязательном порядке проходил через представителей СМИ и имел возможность узнать все об особенностях производства новостей в регионах. Мы у вас учимся очень активно, потому что мы видим, какая мощная информационная команда. Радует темпы, которые очень приятно, и успехов вам. Официальное открытие форума началось с встречи полпреда президента ВСКФО Александра Хлопонина и руководителей регионов с журналистами. Полпредом было отмечено, что между СМИ Северного Кавказа существуют определенные проблемы во взаимодействии и нужно налаживать контакт друг с другом. Также СМИ должны перестать оправдываться и обороняться и перейти к иной форме освещения информации, поскольку находятся на первых рубежах информационной войны. Мы сегодня первые стоим на рубеже здесь всех угроз и рисков, с которыми должна столкнуться Россия. Мы опять-таки занимаем оборонительную позицию, оправдываемся. Надо переломить эту историю. Отдельно обсуждалась проблема системы профессионального образования и подготовки кадров, а также модернизация отношений органов государственной власти и СМИ. В формате пресс-ланча прошла встреча полпреда с руководителями СМИ СКФО. Мозаика обсуждаемых вопросов от проблем блокпостов на границах между субъектами СКФО до оценки качества контента телеканалов. Между тем, флагманский вопрос форума взаимодействия между телекомпаниями региона обсуждался, пожалуй, более других и вызвал серьезную дискуссию. В рамках этой темы руководитель ЧГТРК «Грозный» Адлан Бачаев рассказал, что в телекомпании существует отдел внешних связей, который налаживает взаимодействие с другими каналами. И хотя от предложений телекомпании о сотрудничестве, конечно, никто не отказывается, дальше слов дело не идет. Это происходит от того, что нет четкого механизма взаимодействия между компаниями. Помочь в этом может создание ассоциации северокавказских СМИ, а для полноценного функционирования проекта – общий банк данных, производимого телекомпаниями контента, чтобы коллеги из соседних регионов могли использовать материалы в своем эфире. Я прошу вас тоже принять участие в создании этой ассоциации, либо другой организации, которая на базе такого договора создать какой-то FTP, какой-то сервер, куда каждая компания могла бы размещать свои социальные, экономические, исторические видеоконтенты, которыми все остальные могли бы пользоваться. Если вы перед собой ставите цель общения и обогащения, поддерживаю. Если вы ставите целью обмен информацией, поддерживаю. Если мы ответственные средства массовой информации, это вообще-то в ваших интересах в первую очередь. Потому что наши дети едут из Чеченской Республики в Ставропольский край учиться. Мы для детей это все делаем. Теперь как это сделать? Я не предлагаю нам создать, знаете, как ВТО в экономике, да, где каждый будет иметь квоты. У тебя квота там столько-то на моем канале, у тебя квота столько на моем канале, поэтому изволь наполняй. Ты меня... Да это вы наполняете, не надо ничего искать. А вот обмен, давайте подумаем как. Инициатива руководителя ЧГТРК в целом встретила понимание не только у полпреда, но и среди коллег. Эта идея, естественно, ее необходимо воплотить в жизнь. То есть мы должны, просто обязаны, особенно государственные телеканалы, на мой взгляд, они обязаны обмениваться этой информацией друг от друга, показывать жизнь своих соседей. Вот мы часто жалуемся, что жители других регионов не знают ничего о Кавказе, не знают ничего о дагестанцах, ингушах, чеченцах. Но если брать объективно, в целом, то зачастую жители соседних республик многое не знают друг о друге. Мы должны объединяться, вот как я говорю сейчас о форуме нашем, прежде всего для того, чтобы вырабатывать единый взгляд на мир
единый взгляд на журналистику, на отношения власти, общества, роли журналистики, то есть по ключевым вопросам. Если идея самоорганизации, там, в том числе медийного сообщества, она приживется, ну, в дальнейшем, я думаю, что это мероприятие, и, как сегодня обозначалась ассоциация СМИ, дальше будет жить своей жизнью. Завершился первый день церемонии награждения победителей открытого голосования журналистов и сотрудников СМИ СКФО по итогам сезона 12-13 годов «Медиа Кавказ». Чеченские СМИ заняли более 10 призовых мест, в том числе 4 первых. На первом месте ЧГТРК «Грозный», радиоканал «Грозный», газета «Вести Республики» и фотокорреспондент информационного агентства «Грозный информ» Муса Садулаев. Это выбор зрителей, то есть выбор тех, на кого работает этот канал. То есть это очень важные составляющие. И выбор прессы, то есть это уже оценка мастеров. Есть чем гордиться в медийном пространстве Северного Кавказа. И в каждом регионе, на самом деле в каждом из 7 регионов есть хотя бы одно СМИ, которое вот по-своему чем-то замечательно. Второй день форума был посвящен заседанию экспертного клуба СКФО, созданного на базе Центра современной кавказской политики «Кавказ». Разброс обсуждаемых тем от проблем картины будущего Кавказа до вопросов брендирования региона. В отношении создания брендинга сегодня Чеченская республика стоит, ну, по сути дела, в первых рядах. То есть коллегами Чечни уже были достигнуты определенные положительные результаты по созданию своего брендинга. Естественно, конечно, мы будем учитывать опыт этого, для того, чтобы его распространять. Все абсолютно убеждены в том, что общим брендом для Кавказа Северного является именно то, что наработано Чеченской Республики. Тот бренд, тот продукт, который Чечня предложила, он фактически является за основу и принят за основу для развития бренда самого Кавказа. Форум предложено сделать ежегодным и кочующим. Каждый год новый субъект и новое место. В Чечне на прошлых выходных встречали делегацию представителей российских туроператоров. Для них был организован рекламный тур по предполагаемым туристическим маршрутам республики. Публика приехала совершенно разная, от представителей мейнстримового до так называемого адвенчур-туризма. Все отметили, для каждого сегмента рынка в Чеченской Республике есть достойные предложения, и актуальными являются не только такие долгие и дорогие проекты, как строительство горнолыжного комплекса «Ведучи», который должен сделать Чечню столицей горнолыжного спорта, но и развитие так называемого рекреационного туризма, когда человек отдыхает, познавая мир и используя естественные природные ресурсы. А в Чечне есть на что посмотреть и где отдохнуть. И для тихого семьянина, и для экстремала. 14 по 17 ноября состоялся первый презентационный тур региона для отечественных туроператоров. Организатором выступил комитет правительства Чеченской Республики по туризму. Мероприятие собрало представителей туриндустрии из субъектов Северного Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. За 3 дня участники смогли обсудить особенности продаж туристического продукта в Чечне на тематической конференции и совершить 2 экскурсии по 2 наиболее привлекательным для туризма районам, подняться к озеру Кизиной-Ам и посетить Аргунское ущелье. Несмотря на то, что первые туристы начали посещать Чечню с 2007 года, а в 2009 счет пошел на десятки и даже на сотни, даже туроператоры были вынуждены признать, что до поездки руководствовались стереотипами, и тур перевернул их представление о Чеченской Республике. Мне очень понравился, я был впечатлен. Притом я ехал сюда с белого листа, ничего не изучал, и вот что я здесь увидел буквально за 2 суток, уже как бы мой багаж такой, интерес к стране увеличился намного. Изумительно, да, изумрудное озеро в ожерелье гор, светотени и вся дорога, которая проходила, она завораживает. Среди участников поездки были специалисты по сложно продаваемым туристическим маршрутам, таким как Оман и Ливия. Руководитель московского офиса Министерства по туризму султаната Оман Георгий Леонтьев рассказал нашей программе о своих впечатлениях о поездке в Чечню и перспективах организации полноценного туристического трафика в республике. Для российского рынка, наверное, Чеченская Республика, она выстрелит не раньше, чем в 1,5-2 года. Через 5 лет, наверное, 2-3 тысячи туристов будут посещать уже чисто туристов. Мы не берем выставки, какие-то мероприятия бизнес-характера, а берем людей, которые за свои деньги берут и едут в какие-то новые страны, новые земли. Трафик из Европы, из Азии будет развиваться параллельно и едва ли не большими темпами, чем российский трафик.
Тимофей Рогожин, основатель компании Russia Discovery, лидер активного и приключенческого туризма в России. Он продает туры от вездесущих походов по Карелии и Алтаю до сложных экспедиций по Чукотке, Якутии и полюсам холода. Считает, что для его направлений в Чеченской Республике работы непочатый край, а первый тур на квадроциклах готов организовать уже весной следующего года. На ближайшие 5-7 лет Чечня должна стать регионом Discovery. Что это означает? Это означает, что сюда поедут люди, которые очень много уже повидали в туризме, в путешествиях. Их уже сложно чем-то удивить. И я вам хочу сказать, что история возможности приезда сюда именно неорганизованных самодеятельных байкеров и мототуристов шоссейных, да, дороги здесь более чем позволяют хорошо катать, и инфраструктура потихонечку развивается, и эндуристы потянутся. Покидали республику участники с разрушенными стереотипами и измененным отношением. Практику ознакомительных туров для профессионалов турбизнеса Комитет по туризму решил продолжить. С сегодняшнего дня мы уже переступили тот рубеж, когда туристический продукт чеченский поступит в продажу. Мы планируем это сделать в 2014 году. У нас еще только начинает развиваться инфраструктура, и мы решили максимально показать нашим гостям, какими ресурсами мы сейчас обладаем, какие у нас есть достопримечательности и чем мы можем удивить туриста. Гости были довольны. По итогам 9 месяцев этого года рождаемость в Чечне превысила смертность в 5 раз. Такие данные предоставляет Госстатистика республики. Демографическая ситуация развивается позитивно, но важно, чтобы рожденные дети выросли здоровыми. На государственном уровне решение этих вопросов относится к области социальной сферы. Для оптимизации структуры организации медицинского обслуживания населения в республике реализуется концепция развития здравоохранения до 2020 года, которая определила трехуровневую модель организации медицинской помощи населению. На первом уровне медико-санитарная, в том числе первичная специализированная помощь населению, которая обеспечивает 17 больниц и 31 амбулаторная поликлиника. Учреждениями здравоохранения второго уровня, оказывающими специализированную медицинскую помощь, являются 2 республиканские поликлиники, 7 городских больниц и 3 межрайонных центра. Специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь третьего уровня, оказывается в 19 учреждениях здравоохранения, 16 из которых находятся в Грозном. В сфере здравоохранения тоже проделана огромная работа, если все-таки вспомнить 2002 год, 2003 год, когда наши медицинские учреждения были в плачевном состоянии. Сегодня мы этого не видим. Слава богу, почти во всех районах, вот насколько я мог побывать в этих больницах по необходимости, хорошие, качественные, отремонтированные здания. На 1 сентября 2013 года в сфере здравоохранения республики функционирует 348 медицинских учреждений, в которых осуществляется предоставление стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Работающих врачей республики 3313 человек, среднего медицинского персонала 9641 человек и младшего медицинского персонала 4671 человек. Мы по уровню обеспеченности врачами отстаем от России наполовину примерно. И, в принципе, в силу того, что у нас и прирост населения регулярно, каждый год у нас Чеченстат показывает такую положительную динамику по рождаемости, это говорит о том, что эта проблема, если ее не решать, и как и в системе образования, так и в системе здравоохранения, будет усугубляться. Уровень общей смертности в Чеченской Республике один из самых низких по России. 5,4 случая на 100 тысяч населения и составляет лишь 41% от общероссийского. Важной задачей, стоящей перед Чеченской Республикой в сфере охраны здоровья населения, является обеспечение максимально возможной динамики развития системы здравоохранения, чтобы обеспечить постоянно растущее население, в среднем за год прирост составляет до 2%, необходимым уровнем медицинских услуг высокого качества. Для этого необходимо не ограничиваться изучением только общероссийских условий, а брать ориентиры на передовую международную практику. Вы смотрели программу «Кавказская политика». Всего доброго.